Пиктограмма. Выяснив принципы, цели и условия буддийской иконописи, мы можем обратиться к вопросу о композиции, которая является ключом к чтению буддийской иконы. Пиктографическая запись отличается от иероглифической и фонетической принципиально. Во втором и третьем случаях мы имеем принцип последовательности как в живой речи и даже в мысли. В пиктографии принцип одновременности, так как полотно воспринимается глазом не постепенно, а сразу. При фонетической записи читатель должен знать язык, на котором он читает. При иероглифической — систему знаков, тогда как при пиктограмме он должен знать сюжет, чтобы правильно интерпретировать запись. Возникает вопрос о смысле пиктографии. Зачем записывать то, что уже известно? Дело в том, что пиктограмма исследуемого нами типа важна для зрителя-читателя как мнемоническое правило. Проповедуя, лама мог что-либо забыть, опустить или исказить. Имея перед глазами икону, он уже не мог пропустить ни одной детали, так как все они были перед его глазами. А иначе слушатель спросил бы его: «А что это?» В наше время на этом принципе основано черчение планов за вычетом эмоциональной нагрузки, представленной в иконе, которые должны совмещать в себе полноту, точность, наглядность и тщательность выполнения. Буддийскую икону правильнее называть чертежом, нежели изображением сюжета. Аналогичную картину наблюдаем мы в средневековой Европе, где, начиная с конца XIII века, появляются Библия Паперум, представляющие собой избранные сцены из Нового Завета, сопоставленные на том же листе с соответствующими сценами из Ветхого Завета. Любопытно, что в средневековых европейских иконах, подобно буддийским иконам, основная сюжетная линия проходит через центральное изображение, тогда как боковые сцены предназначены для разъяснения центральной фигуры. Наверху и внизу помещались фигуры пророков и евангелистов, из книг которых были почерпнуты темы изображений, с объяснительными, но очень короткими надписями. Подобно буддийским иконам, эти изображения сначала исполнялись от руки, затем с XV века путем деревянной гравюры. Они служили низшему духовенству и главным образом францисканским монахам пособием для проповедей и обучения. Вообще изображения священных сцен не только в указанных книгах, но даже на разных алтарях воспринимались как каноны для искусства и как руководящая нить для клириков при преподавании и проповедях. Описанная литература предназначалась таким образом не столько для бедных или нищих духом, сколько для малообразованного духовенства, проповедовавшего неграмотной пастве Библия Паперум предисловия. В Европе Библия Паперум не одинока, рядом с ней имеются «Зеркало человеческого спасения», «Похвала Марии» и другие. Пиктографическая система письма имела смысл только при условии почти полной неграмотности населения, и сейчас буддийская икона для этих целей не употребляется. То же самое было на Западе, где с XV века одновременно с развитием грамотности широко распространились сборники проповедей уже без картинок. Аналогия, разумеется, возникла за счет конвергенции, но это подкрепляет высказанную точку зрения на происхождение тибето-буддийского иконописного канона. Также шло развитие христианской иконной живописи, которая пользовалась покровительством папства как способ пропаганды, несмотря на резкое сопротивление части духовенства, видевшей в иконопочитании идолопоклонство. Об этом определенно говорит письмо папы Григория I Великого, конец VI века, епископу Массилии,
который приказал разбить и выбросить иконы в подведомственных ему церквах. Папа упрекал епископа за то, что он, разбив иконы, лишил исторического образования людей неграмотных, которые, смотря по крайней мере на стены, могли бы прочесть то, что они не могут прочесть в рукописях. В другом письме к тому же епископу папа писал: «За то, что ты запретил поклонение иконам, мы тебя вообще хвалим, за то же, что ты их разбил, порицаем. Одно дело поклоняться картине, другое — при помощи содержания узнавать то, чему нужно поклоняться». Итак, с точки зрения Григория Великого, иконы являлись средством народного образования. Трудно, даже невозможно представить, чтобы возникновение буддийской иконографии отличалось принципиально от христианской, так как условия их сложения, трудности, подлежавшие преодолению, стадия развития и даже эпоха становления полностью совпадают. Однако есть деталь, которая исключает культурные заимствования Азии у Европы или наоборот. Цели изготовления изображений у буддистов и христиан никак не совпадают. При рассматривании буддийской иконографии необходимо учитывать одно обстоятельство, весьма отличающее буддийскую иконографию от христианской, античной и всех прочих. Спасение по учению буддистов достигается исключительно добрыми делами. Вера сама по себе не спасает, а при наличии добрых дел вообще желательно, но не обязательно. Отсюда проистекает, во-первых, широкая терпимость буддизма, а во-вторых, обилие икон и священных текстов. Напечатать молитву или заказать икону – дело доброе. А так как подсчет ведется чисто арифметически, то количество икон прямо пропорционально усердию верующих. То, что иконы и тексты не найдут себе применения, набожных буддистов не заботит. Они будут сложены во внутренность статуи Будд или в специально сооружаемые субурганы. Один только факт изготовления их приближает мастера и заказчика к нирване. Поэтому так велико в нашей коллекции чисто стереотипных изображений, главным образом Будды Шакьямуни, а также иных Будд, Бодхисаттв, Дхармапал, Дакини и других персонажей буддийского пантеона. При простой регистрации изучение их кажется бессмысленным занятием, но при подробном описании обнаруживаются варианты композиции, то есть семантической нагрузки изображений, что показывает на разное отношение к мифам за время эволюции буддийского учения. Первоначальная фиксация исторического события сменяется постепенно отношением к иконе как к амулету, а древнее понимание образа поклонением непонятному явлению. Неумолимый Хронос пожирал своих детей не только в Элладе, но и в Центральной Азии. Поэтому поздние иконы носят на себе печать неотвратимого упадка. Теперь появилась возможность перейти к анализу других икон нашей коллекции, не ограничиваясь простым описанием, а поставив перед собой цель историко-культурной интерпретации. Итак, сюжет создавался в конкретных условиях, он изображал факт исторической действительности, и в этом аспекте нам не менее важны мифы, отраженные в изображениях. Наконец, сам факт наличия столь большого количества икон наводит на мысль, что здесь отнюдь не просто любовь к живописи. Так как нам известно, что живопись при отсутствии грамотности является мощным средством агитации и рекламы, то необходимо учесть ее направление и постараться понять, как реагировал зритель VIII века на предлагаемые ему картины, ибо эта реакция и была целью буддийского монаха-художника. Наибольший интерес вызывает противник Ямантаки Яма, то есть злополучный Можан, погибший в подземелье.
Так как изображения ямы неоднократно издавались, то мы ограничимся экстрактом из работ наших предшественников. Яма имеет три ипостаси: Сан-групп, форма, в которой он был побежден Ямантакой, красного цвета, на быке, с кинжалом Григук и Капалой. Фи-групп или министр внешности, также на быке, с жезлом и арканом, в сопровождении своей сестры Ями, подносящей к его губам Капалу. И Нанг-групп или министр внутренности, то есть верховный судья ада, в отличие от предыдущих, стоящий не на быке, а на распростертом человеке. Обе последние формы темно-синего цвета. Все эти формы изображены на иконе. Перейдем к семантике образа. Яма стоит на быке с Шакти. Он не попирает быка, а опирается на него, ибо бык и Шакти имеют не страдальческий, а торжествующий вид. В чем тут дело? Если учесть тибетский миф о возникновении ямы в соответствии с принципами буддийской мифологии, то эта пиктограмма легко читаема. Яма пострадал из-за быка. Пострадал — это значит был ввергнут в страсть и обращен ко злу страстью, произведшей действие. Активность по буддийской философии немыслима без шакти, то есть энергетического начала. Но так как Яма сам был в земной жизни уже отрешен от активности и получил последнюю лишь через быка, то это и отражено на иконе. Активное начало вдохновляет быка. Бык сообщает активность Яме и тем дает ему возможность действовать во внешнем мире. Очутившись во внутреннем мире, после победы Манджушри Ямантаки, Яма лишается быка и выбраться на землю не может. Таким образом, сюжет иконы отображает мифологему и всю философскую концепцию кармы перевоплощения. При учете этого факта нам становится понятной и композиция иконы, построенной подобно уже рассмотренной нами по принципу вертикальных рядов. Левая сторона содержит вверху и внизу изображение ямы от перерождения в беса до победы Манджушри. Между ними изображения испуганных животных – тигра, яка, барана и собаки. Три последних известны как жертвенные животные бонских мистерий, то есть с буддийской точки зрения жертвы злобы ямы. Тигр на этих мистериях не фигурировал, надо думать потому, что поймать его живым с теми охотничьими возможностями было очень нелегко, но известно, что шкура тигра была одеждой храбреца, то есть тигр также убивался для выполнения бонского ритуала. В центре ямы неистовствующий во внешнем мире, но над головой его бдящий Манджушри, а под ним над Капалой треугольник, направленный острием вверх. Мысленная линия от центра лица Манджушри до вершины треугольника делит икону пополам, и на правой стороне мы видим яму усмиренного в виде адского судьи, мучащего грешников, чему, согласно буддийскому канону, и должно быть. Животные лев, конь, козел и волк не участвовали в бонских мистериях. Это мир свободный от ямы, освящен солнцем, тогда как ужасный мир освящен луной. Теперь перейдем к рассмотрению деталей. Отрубленные головы, составляющие ожерелье ямы, весьма разнообразны, но для них всех характерно страдальческое выражение вместо дикого, отчаянного упорства голов ожерелья Ямантаки. Сочувствие художника в данном случае не на стороне божества, а на стороне его жертв. Это не случайно, так как грешник под ногами ямы изображен отвратительным, как и полагается грешнику. Таким образом, мы установили, что каноническое искусство, зафиксированное в нашей коллекции, было не прямым отражением жизни, наблюдавшимся художником
повседневно, а сложной и условной записью смысла исторических событий. Разумеется, эта запись, если считать ее историческим источником, не была ни достоверной, ни безупречной. Да она на это и не претендовала. С точки зрения буддиста VIII века ничего нельзя было изобразить правильно, потому что ничего не существовало. Природа, люди, царства и народы – все это только майя, иллюзия, прикрывающая пустоту. Поэтому потребность в сходстве диктовалась только одним условием – необходимостью быть понятным. А это достигалось. Следовательно, описанные нами иконы мы можем с полным правом отнести к историческому жанру, а любая подача исторического материала требует критики. Эту критику мы почерпнули в сравнении фактической истории с легендарными версиями тех же событий и их живописной подачей. Пойдем же и дальше тем же путем. Ибо теперь очевидно, что наше внимание к истории оправдано. Эпоха вражды и мести. Царь овладел властью, и снова начался расцвет буддизма в Тибете. Открылись кумирни, на площади Лхасы был устроен диспут между сторонниками культа Бон и буддизма, причем последние, конечно, победили, но обошлись с побежденными милостиво. Сожжена была лишь часть священных книг религии Бон, а другая часть принята буддистами. Царь был объявлен воплощением Манджушри, бодхисаттвы мудрости и просвещения. Но совершенно иначе трактуют эпоху авторы отвергнутой религии Бон. Вторичное введение буддизма приписывается группе вельмож, уговоривших царя уподобиться царям Индии, которые, исповедуя буддизм, свободны от болезней, долговечны и обладают огромными богатствами. Тут мы видим истинную причину союза трона и буддийской общины. Царь Тисрон-де-Цан, подобно Карлу I Стюарту, захотел избавиться от опеки своих подданных. Однако предлагаемые тибетскому владыке пути спасения, как длинный, так и короткий, не очень его устраивали. Тисрон-де-Цан был человеком жизнелюбивым, в меру воинственным, достаточно властным, а последнее в то время было нераздельно с жестокостью. Иными словами, он не хотел ни добывать заслуги, чтобы в последующем перерождении стать нищим монахом, ни предаваться созерцанию, бдению и посту с надеждой переродиться в бодхисаттву, тем более, что его уже к этому чину приравняли. Но он хотел попасть в нирвану, и у нас нет оснований подозревать тибетского царя в неискренности. Что ему оставалось делать? Только искать подходящего ламу, учителя, который бы разрешил ему и выпивки с друзьями, и военные походы, и содержание гарема, и даже охоту, то есть убийство беззащитных тварей. И нужный учитель нашелся. В стране Удаяна, расположенной в горах современного Афганистана, буддизм принял странные формы. Он слился отчасти с шиваизмом, одним из течений наиболее враждебной буддизму религии индуизма, а частью воспринял местный культ женских божеств, небесных плясуней, называвшихся по-персидски пери, а на санскрите дакини. Этот культ снимал все ограничения аскезы и предлагал добиваться спасения путем произнесения заклинаний. Его-то и принес в Тибет мудрый волшебник Падмасамбхава и предложил Тисрон-де-Цану, одновременно объяснив, что его заклинания могут парализовать любое колдовство бонских жрецов, потому что ему помогают небесные плясуньи, обожающие его как своего возлюбленного в прямом, а не в переносном смысле. Учение именовалось тантризмом. Это было именно то, чего хотел тибетский царь. Позволив царю развлекаться как угодно, Падмасамбхава стал всемогущим временщиком и первым советником.
А рекомендовал он усилить нажим на Бонскую церковь и не стесняться в выборе средств. Казалось, что момент был выбран удачно. Тибетская армия, воспользовавшись восстанием пограничных войск Китая, произвела интервенцию и, овладев столицей империи Тан в 763 году, привезла огромную добычу. Это усилило монархическую партию внутри страны, но не привело ее к победе над сторонниками традиций. Бон сопротивлялся отчаянно. Стихийные бедствия, например, наводнение, поражение молнией царевича, болезнь царя и тому подобное, толковались в народе как наказание за вероотступничество. Царь был вынужден пойти на соглашение и выделить области, где исповедание религии Бон было разрешено. Вместе с тем армия по-прежнему придерживалась черной веры, и это вынудило Тисрон-де-Цана к еще большим уступкам. Властитель сказал: «Чтобы мне самому удержаться, бонская религия нужна так же, как буддизм. Чтобы защитить жизнь подданных, обе необходимы. Чтобы обрести блаженство, обе необходимы. Ужасен Бон, почтенен буддизм. Поэтому я сохраню обе религии». Итак, призванием Бона была защита жизни народа, разумеется, от внешних врагов, а задачей буддизма — достижение блаженства, то есть просвещения. Но к такому размежеванию функций пришли не сразу. При жизни Тисрон-де-Цана было 3 периода гонений на Бон. Все эти краткие, сухие сведения лишь дают слабое представление о накале страстей, разрывавших в то время Тибет. Зато как этот накал ощутим при описании дворцовой интриги, предшествовавшей смерти Тисрон-де-Цана. Его супруга, тибетка, исповедовавшая Бон, была матерью 3 сыновей, но царь отверг ее ради наложниц, связанных с буддийской общиной. Покинутая царица пригласила 3 изгнанных колдунов и попросила их околдовать царя. Те потребовали его нательную одежду, которую можно было достать, лишь сняв ее с тела. Царица поручила это дело 17-летнему сыну. Царь в это время был во дворце. Привратник отказался впустить царевича, но тот, сломав дверь и заколов привратника, предстал перед отцом и, ничего не скрывая, потребовал нательную рубаху, которую царь ему немедленно отдал. Можно представить себе, какой у принца был вид, если царь предпочел стать жертвой колдовства, чем разговаривать с собственным сыном и наследником, перешагнувшим через труп верного слуги. За защитой Тисрон-де-Цан обратился к буддийскому волшебнику Падмасамбхаве, и тот взялся за чары. Но через 14 дней бонское колдовство одолело, и как результат этого изгнанные жрецы были возвращены, а царь умер, перед смертью обратившись к Бону. После смерти царя успех несколько раз переходил от Бона к буддизму и наоборот. Наконец, в 817 году царем стал буддист Ралпачан. Настала эпоха наступления буддизма на Бон и даже Махаяну, так как царя окружили индийские монахи-хинаянисты. Это была эпоха накопления заслуг. Дело в том, что хинаянисты рекомендовали медленный путь спасения путем совершения добрых дел, в то время как махаянисты предпочитали быстрый путь, то есть аскезу и неделание. Для народа была выгоднее Махаяна, так как отшельника, сидящего в пещере, прокормить легко. Добрые же дела, то есть строительство и украшение кумирен, переводы и переписка молитв и тому подобное, своей тяжестью падали на плечи тяглового сословия. При Ралпачане было построено множество монастырей, и буддизм превратился в дорогостоящую религию. Ламство получило организацию, разделенную на 3 степени:
послушников, созерцателей и совершенных, причем последние были причислены к высшему сословию. Каждый совершенный получил по 7 крепостных. Ламская организация была освобождена от повинностей, ей был дарован свой собственный суд. Благодарные ламы объявили Ралпачана воплощением Ваджрапани, хозяина молний, инкорпорированного буддизмом древнего бога Индры. Но совсем иначе относился к политике царя народ, строивший монастыри и кормивший множество иноземных лам. Хозяйство страны пришло в упадок, началось всеобщее обнищание, и поднялся ропот. «Кто извлекает пользу из нашего обеднения и угнетения?» — спрашивали в народе, и, презрительно указывая на лам, говорили: «Вот они». Царь издал указ: строго воспрещается презрительно смотреть на мое духовенство и указывать на него пальцами. Кто на будущее время позволит это себе, у того будут выколоты глаза и отсечен указательный палец. Но мало этого, буддисты вполне последовательно, со своей точки зрения, решили делать добрые дела и в политической жизни Тибета. Уже при Тисронде-цане буддийские монахи Йонгтен из рода Трамка и Тингзин из рода Ньян назначаются советниками, уполномоченными для составления великого указа, что ставило их по рангу ниже малых владык, но выше великих советников. При Ралпачане буддисты сформировали свое правительство. Во главе его встал Йонгтен, получивший титул «Уполномоченный для составления великого указа», глава над внешними и внутренними делами, управляющий государством, великий монах, сиятельный Йонгтен. Он совершал добрые дела невероятно круто. Воры, разбойники, обманщики, интриганы истреблялись, и те подданные, которые были враждебны или недовольны учением, жестоко наказывались, их имущество конфисковывалось, и они оказывались в глубокой нищете. От этих добрых дел страдали уже не народные массы, а аристократы, оттесненные от власти и ставшие жертвой любого доносчика, который мог даже без сознательной лжи обвинить тибетского вельможу в том, что он больше любит свою жену, чем Будду. Но донос — явление обоюдоострое. Великий монах Йонгтен испытал это на себе. Он был оклеветан и казнен, а вслед за тем заговорщики задушили самого Ралпачана и в 839 году возвели на престол друга черной веры принца Лангдарму. Буддийское наступление на Тибет захлебнулось. Тем более важно, что Бон, добившись у Тисронде-цана эдикта терпимости, сохранил свои позиции и при Ралпачане. При церемонии заключения мирного договора с Китаем в 822 году обряд черной веры даже предшествовал буддийскому. Новый царь имел на своей стороне организованную партию, волю которой он охотно исполнял. Первым делом нового царя была конфискация имущества монастырей, вследствие чего множество индусских ученых-буддистов немедленно покинули Тибет. Но тибетским буддистам было некуда деваться, и на них обрушились преследования, не уступавшие по свирепости драгонадам Людовика XIV. По указу царя в надругательство над буддийским вероучением, воспрещающим убивать, половина монахов обязана была стать мясниками, а другая половина — охотниками. Отказавшиеся были обезглавлены. Буддийские книги и предметы искусства уничтожались, запрещалось молиться, смыслом жизни были объявлены мирские блага. Но даже буддийский источник отмечает, что люди не жалели, что были попраны законы. Буддисты развили бешеную антиправительственную пропаганду. Лангдарму обличали за пьянство и даже за прическу.
Царь не заплетал косу, как было в то время принято, а собирал волосы на темени, и был пущен слух, что он скрывает рога на голове, доказывающие его демоническую природу. Называли его перерождением бешеного слона, укращенного Буддой. Эти разговоры не беспокоили царя, который полагал, что люди, отвращающиеся от убийства, для него безопасны. Однако один лама решился на то, чтобы пожертвовать своей душой ради общего спасения. Он оделся в плащ черный снаружи и белый внутри, и, спрятав под плащом лук и стрелу, явился на прием к царю. Черная одежда позволила ему пройти мимо стражи, которая приняла его за жреца. Он приблизился к царю, совершая 3 положенных поклона. При первом он положил стрелу на лук, при втором натянул тетиву, при третьем выстрелил в царя. Возникшее замешательство позволило ему отбежать за ближайшее укрытие, где он вывернул одежду наизнанку, благодаря чему скрылся от преследования и бежал в Кхам. От Цейлона до Байкала. Цареубийство не спасло тибетских буддистов. В начавшейся внутренней войне они потерпели поражение и были вытеснены за границы Тибета. Там они обрели помощь Китая и уйгуров, благодаря чему тибетская бонская армия была разбита в 861 году, а ее предводитель взят в плен и убит. Вслед за тем в Китае разгром крестьянского восстания под предводительством Хуан Чао 874-884 годы обескровил страну, что обрекло на гибель династию Тан, покровительствовавшую буддизму и христианству. В Индии раджпуты объединились вокруг идей брамина Кумарилы, который учил, что Бог есть, и мир им созданный существует, а душа Атман бессмертна. Это был прямой вызов буддизму. Кумарила это понимал, и поэтому он обрек на смерть всех захваченных буддийских монахов. В результате Индия, кроме Цейлона и Непала, была очищена от буддизма. Новая философская система Веданта была оформлена брамином Шанкарой. Она легла в основу теистического индуизма, то есть почитания индийской троицы Брамы, Вишну и Шивы. Христианский хронист, воспитанный на Апокалипсисе, сказал бы, что конь вороной проскакал по Азии, но тибетский историк нашел другой образ. Проскакал не конь, а мул, на котором восседала великая мать Лхамо. Все прочее осталось таким же. Как и в случае с Ямантакой, сюжет данной легенды, несомненно, был заимствован из Индии. Лхамо или Шримати Деви, буддийский аналог бонской Великой Матери. Культ ее является прекрасной иллюстрацией того, как преломлялась чрезвычайно сложная философия буддизма в сознании примитивного тибетца, который, не желая терять своих древних жестоких богов и отказываться от природной воинственности, находил возможным сочетание 2 противоположных начал – пассивности и активности. По легенде, богиня Лхамо вышла замуж за Шинье, короля области Дутпо, который к моменту свадьбы узурпировал королевскую власть на Цейлоне. Богиня поклялась либо смягчить дикий нрав своего мужа, либо расположить его к буддийской вере, либо совершить похвальную попытку истребить королевский род, как враждебной ее религии, путем убийства детей, которые должны были родиться от брака. К несчастью, было выше ее сил успешно действовать, и она решила убить своего сына, наиболее любимого отцом, потому что он, по мысли отца, должен был положить конец существованию буддизма на Цейлоне. Во время отсутствия короля богиня выполнила свое намерение. Она содрала кожу сына заживо,
выпила кровь из его черепа и пожрала его мясо. После этого она покинула дворец и отправилась на север, употребив кожу сына в качестве седла. Когда король вернулся и увидел, что случилось, он тотчас схватил лук и со страшным заклинанием пустил отравленную стрелу в свою жестокую супругу. Стрела вонзилась в спину мула, но богиня выдернула стрелу и произнесла следующее заклинание: «Да сделается рана моего мула глазом достаточно широким, чтобы обозреть 24 страны, и да смогу я сама истребить злобный род цейлонских королей». Богиня продолжала путешествие по северу, проехала Индию, Тибет, Монголию, часть Китая и, наконец, обосновалась на горе Ойхан в области Олгон, предположительно находящейся в Восточной Сибири. Говорят, что эта гора была окружена широкими необитаемыми пустынями и океаном. Из перечисления географических названий видно, что в истории и легенде они совпадают, за исключением лишь горы Ойхан, истории неизвестной. Конечно, этот сюжет нашел отражение в живописи. Лхамо изображается едущий на трехглавом муле или коне по кровавому полю. Две дакини, Махаравактра с головой слона и Симхавактра с головой льва составляют ее свиту. Над головой ее Бодхисаттва, играющий на лютне, благословляет ее подвиги. В углах иконы богини: весны — черная на желтом муле, лето — красная на синем яке, осени — желтая на зеленом слоне, зимы — синяя на красном верблюде. Но особенно замечательна икона, где контуры и ноги и тела даны золотом на черном фоне, а пламя показано отдельными красными языками. Вся картина в движении, конь мчится галопом, дакини бегут, а волосы богини загнулись в космическом вихре, навстречу которому идет движение. Это подчеркивается расположением складок одежды и языков пламени. Эта икона перерастает рамки художественного ремесла и может рассматриваться как произведение искусства. Чем же можно объяснить такое разнообразие в изображении второстепенного божества, по сути дела постороннего буддизму? Первоначально буддизм был религией монахов, но по мере распространения его среди менее развитых народов Центральной Азии он стал также мировоззрением мирян. Деятели местной истории, превратившиеся в дхармапал защитников веры, более отвечали воображению масс, нежели покровители мудрости, милосердия и отречения от мира. Таким образом, подлинной религией стали синкретические верования. Итак, принцип, провозглашенный буддийским учением «щади все живое», не помешал общине монахов превратиться в воинствующую церковь, ибо логика развития живой действительности смывает философские абстракции, как река в половодье сносит не на месте построенные сараи и неубранные стоги сена. Теперь посмотрим, что произошло после трагедии, возникшей из-за насильственного внедрения буддизма в Тибет, или монархической революции против рода племенного порядка. Когда в последовавшей за цареубийством гражданской войне Тибетское царство распалось, каждое племя огородилось дозором, и каждый монастырь стенами. Постоянная война всех против всех так ослабила страну и утомила народ, что в XI веке новый проповедник великого спокойствия Атиша и замечательный поэт Миларепа привлекли к буддизму немало сердец. Сосуществование буддизма с Боном продолжалось. Они обменивались мнениями, вкусами, воззрениями и, наконец, стали похожи друг на друга.
Вражда между ними угасла, так как исчезла ее главная причина – война за власть, потому что самой власти не стало. Однако население Тибета от этого только выиграло. Перестав нападать на соседей, тибетцы не нуждались в обороне от них. Эту роль выполняли крутые горы и труднопроходимые пустыни. Даже монголы, попытавшиеся в XIII веке вторгнуться в Тибет, потеряли много людей без боев, а только от морозов, голода и бескормицы, ибо в захваченных ими монастырях они не нашли достаточных запасов пищи. Поэтому они охотно приняли предложение тибетцев платить им дань учеными ламами. И монголы не прогадали. Один из лам составил для них письменность, которой монголы ранее не имели. Другие лечили монгольских воинов. Третьи расчисляли календарь по 60-летнему циклу. Четвертые гадали и давали умные советы. Так между монголами и тибетцами установился симбиоз, полезный для обеих сторон, тогда как опыт общения с китайцами привел к кровавой ночи, когда стоявшие на постое монгольские воины были по сигналу организации «Белый лотос» зарезаны в своих постелях, а уцелевшие унесли на родину непримиримость, вызвавшую 300-летнюю войну. Свет с запада. Описанием Будд, Бодхисаттв и Дхармапал мы отнюдь не исчерпали богатство сюжета в нашей коллекции. Однако рассказу о низших чинах ламаистской иерархии необходимо предпослать обобщенное описание времени их породившего, той эпохи, когда на первое место выступала Тантраяна, оттеснив уже известные нам Хинаяну и Махаяну. И тут, как и раньше, без истории не обойтись. В жестокий и кровавый IX век тибетские воины, захватившие северо-западный Китай и проникшие до Зеленой долины Архона, столкнулись с учением, которое лелеяли их соперники-уйгуры. Это было манихейство, образно называвшееся религией света. Основатель этой религии, персидский философ Мани, благодаря своей широкой образованности объединил учение сирийских гностиков с элементами древнеиранской и индийской философии. По его учению мир, в котором живут люди, возник из столкновения беснующегося мрака с царством бесконечного света. Первое столкновение этих стихий кончилось трагично. Светлый первочеловек был разорван на части клубами мрака, до сих пор мучающими заключенные в них частицы света. К ним на выручку пришли сначала Христос, а потом сам Мани, видевший свою задачу в том, чтобы освободить духовные частицы света из оков материи. Как только эти две стихии разъединятся, мир исчезнет, ибо он существует лишь как сочетание света и мрака. Сами же по себе обе стихии хотя и существуют, но способами настолько непохожими на бытие, что их существование следует называть инобытием. Казалось бы, этот вид неприкрытого дуализма с признанием отнюдь не иллюзорного мироздания никак не совместим с принципами буддийского учения любого направления и склада мысли. И действительно, вначале тибетцы и уйгуры вели между собой жестокую войну, причем манихеи изображали своих противников в образе демона, которому Будда моет ноги. Но когда силы соперников иссякли, а в Китае поднялась могучая волна неоконфуцианства, сметавшая все иноземные религии, буддисты и манихеи оказались союзниками, вернее, братьями по несчастью. В 845 году танское правительство специальным указом объявило вне закона буддизм, христианство, несторианство и манихейство.
Лицам, исповедовавшим эти религии, было предложено на выбор: отречение от веры, изгнание из Китая или смертная казнь. Несториане в значительной мере предпочли эмиграцию и нашли приют у кочевников Великой Степи, но не у монголов, исповедовавших Бон. Буддисты перенесли эпоху гонений благодаря своей многочисленности и связи с влиятельными лицами через их набожных жен. Хуже всего пришлось манихеям, бежать им было некуда, потому что покровительствовавшее их вере уйгурское ханство было уничтожено кыргызами, а народ разбежался по далеким окраинам Великой Степи. Конфуцианцы были к манихеям особенно непримиримы, потому что установки манихейства — непринятие жизни, борьба против всего материального и осуждение семьи, которую предлагалось заменить аскетизмом или оргиями, диаметрально противоположны практицизму и традиционности конфуцианства. Обнаруженный в Китае манихей не мог надеяться на пощаду. И тогда уцелевшие представители этого учения начали называть себя буддистами, рассчитывая, что безграмотные в теологии чиновники не сумеют в этом разобраться и не казнят их. Так постепенно слились эти две общины, а тем самым слились и их исповедания, в результате чего создалось особое учение со старым названием Тантраяна. В этой концепции и название, и вся терминология были традиционно буддийскими. Да иначе и быть не могло, ибо в противном случае не возникло бы той мимикрии, ради которой манихеи примкнули к чуждому и даже враждебному учению. Они удовольствовались тем, что внесли в термины новое содержание, а в доктрину особый смысл. Так возникла философская химера, оказавшаяся весьма жизнеспособной. Былая махаянистская пустота превратилась в океан света. Архаты и дхармапалы из людей, достигших совершенства, сделались светоносными существами. Космическим злом вместо движения стал мрак. И главное, для нашей темы появились новые категории божеств — и дамы, локопалы и дакини, причем опять-таки для обозначения их были применены старые термины, переосмысленные и получившие особую эмоциональную окраску. Эта поистине титаническая работа мысли требовала для успешного завершения исключительно благоприятных условий. Кроме безымянных творцов концепций, надо было иметь армию комментаторов, переводчиков, переписчиков и пропагандистов, а всех их надо было кормить и снабжать бумагой, тушью, наконец, одеждой и жильем. Меценат нашелся. Им стало царство Тангут, созданное потомками не полностью окитаенных кочевников на границе Китая, Тибета и Великой Степи, процветавшая в XI-XIII веках, завоеванная Чингисом в 1227 году и окончательно уничтоженная китайцами в конце XIV века. Находки Петра Кузьмича Козлова в Харахото, бывшем городе Эдзин-Ай, показали, что именно там процветала буддийско-манихейская культура с присущими ей отличительными чертами. Эта центральноазиатская тантраяна весьма отличается от индийской, возникшей в VI веке как компромисс буддизма с шиваизмом. В Индии основой тантризма было почитание женской энергии супруги дравидского божества Шивы, богини Кали, как активного производительного начала. Этот культ был основан на персонификации сил природы, равно физических, физиологических, нравственных и интеллектуальных. По легенде, он был основан самим Манджушри, явившимся в образе бикшу-монаха к царю Чандрагупте III век до нашей эры,
и оставившим ему книгу, где это учение было зафиксировано. Но, по-видимому, эта дата всего лишь стремление удлинить историю своего учения, так как направление древнего буддизма было далеко от мистических и практических устремлений тантристов, ставивших целью не самосовершенствование и отречение от мира, а получение богатства, здоровья и власти. Зато в VI-VII веках эта тенденция расцвела столь пышно, что вызвала реакцию культ Ади-Будды, то есть предвечного Будды, Творца мира. Однако оба эти течения в Индии имели свои локальные особенности, далекие от центральноазиатских доктрин с теми же названиями. Сделав эту необходимую оговорку, вернемся к интересующему нас сюжету. Царство Тангут и тангутский буддизм были окружены врагами. Особенно ожесточенной была война с уйгурами, осевшими в оазисах восточного Туркестана, где они смешались с местным населением, уже много веков исповедовавшим буддизм Махаяны. Тантристы, видимо, приняли в этой войне деятельное участие, так как самые тяжелые грехи сравнивались с вступлением на путь Хинаяны. Из этого видно, что буддизм уже в XI веке перестал быть единой религией. Постепенно он перешел в свою диалектическую противоположность. Познание против милосердия. Новое мироощущение потребовало создания новой космогонии, ту, которая сменила махаянистское учение о мировой пустоте и иллюзорности всего сущего вплоть до самого себя. Мы назвали бы, родись она в наше время, энергетической. От старого учения унаследован тезис о несуществовании отдельных вещей, но признается как их основа энергетическая субстанция, великий свет. Постижение этой истины дает объяснение явления смерти и состояния между смертью и повторным рождением, бардо, или загробная жизнь. Но понять это полностью может только узревший бесконечный свет и избавившийся от причинных связей мира, кармы и страданий. А для интересующихся учение о сущности Вселенной формулируется так: «Смотри, вокруг тебя великий свет, он есть и ничего иного нет. Ты думаешь, что видишь крепкий дом, что лес густой раскинулся кругом, что там утес, а там крутой овраг. Ошибся ты, твое сознание мрак. Есть только свет, легко пронзивший твердь. Поняв его, преодолеешь смерть. Подобно слову, он сиянье льет, как сноп светил размером с небосвод. Весь мир подернут сетью из лучей, в нем все багряных молний горячей. Краснеет океана окоем от солнца, погрузившегося в нем. Земля от блеска символов светла, а люди исцеляются от зла, от бед былых и от духовных мук, едва поймут, что мир — лишь свет вокруг». Из положенного тезиса вытекают крайне важные последствия. Делание добрых дел, то есть переписывание молитвы 1000 раз, или копирование образа столько же раз, только для того, чтобы замуровать эти ненужные предметы в субургане, признается занятием унылым. Мучительное неделание, при котором даже мыслить нельзя, недостаточным для спасения. На первое место выступает знание, тот самый гнозис, который манихеи принесли из Месопотамии. Главным божеством вместо милостивого Авалокитешвары становится податель высшего знания Манджушри. И это не пассивное знание понимания, а активное, ужасающее все ужасное, убивающее смерть и указывающее путь из мрака к свету.
Под мраком души понимаются заблуждения, главное из коих вера в реальное существование собственного «я», индивидуальности, которая на самом деле есть частица бесконечного света. И тут свет находит для себя воплощение как в магическом заклинании «Хум», так и в образах, многие из которых мы увидим в нашей коллекции. Борьба против мрака рисуется так. Свет сгущается, приходит жуть, предвещая страшный миг рождений. Это он указывает путь, замкнутым во мраке заблуждений. Это он, как шелковый утес, появляется в небесной сфере. Несказанный ужас он принес для коснеющих в нечистой вере. Тем, кто ценит свой убогий ум, для себя лишь ищет преимуществ, страшно угрожающее Хум, средоточие мировых могуществ. Знание — лазурная гора, звездными горящими огнями, ради просвещения и добра льет повсюду гибельное пламя. Он сжигает глупость, грязь и тьму, очищая в 3 мирах планеты. Дольний мир, покорствуя ему, превращается в обитель света. Снова мы сталкиваемся с перерастанием аскетической общины в воинствующую церковь. Но теперь она заострена не против разгромленного митроизма Бона, а против учений, утверждающих наличие бессмертной души, веданты, ислама и христианства. И это не случайное совпадение. Не только в Китае, но и в странах Средиземноморья манихеи выступали как активные враги жизнеутверждающих религий. В Иране они назывались зиндики от слова «зенд» — смысл, то есть гностики, в Византии — богумилы, в Южной Франции — альбегойцы. Всюду они проповедовали отречение от всего материального ради освобождения частицы света, заключенного в их телах, а прекрасный, веселый, многообразный мир называли творением сатаны. Развивая широкую пропаганду своего учения, манихеи не пренебрегали ложью. Так, проповедуя обращаемым учение, что Христос не был человеком, а как эфирное тело прошел через Марию и вышел из нее столь же чуждым материи, посвященных в то же время они учили, что Христос — творение демона, пришедшее в мир, чтобы обмануть людей и помешать их спасению. Настоящий же Христос не приходил, а жил в небесном Иерусалиме. Иными словами, Христа не было. Будучи последовательными борцами против всего материального, в том числе живого, альбегойцы не стесняли себя моральными запретами или жалостью. Ложно отрекаясь от своих убеждений, они занимали должности инквизиторов, чтобы жечь наряду со своими оговоренных католиков. Также вели они себя везде, и потому заслужили ненависть всех народов, всех вероисповеданий. Можно думать, что, привнеся свои навыки в буддийскую общину, они невольно ограничили распространение центральноазиатского тантризма. Приняв в свою среду манихейскую общину Китая, буддизм на время превратился в гностическое учение, и бодхисаттва милосердия Авалокитешвара уступил место бодхисаттве знания и учения Манджушри. Изменилась и практика прохождения пути. Место руководителя и учителя занял дух-покровитель Идам, разумеется, воплощавшийся в человеческое тело. Пространству, обретшему реальность через бесконечный свет, также потребовались хранители. Их появилось сразу 4 – для севера, юга, востока и запада в чине Локапала. Но самым примечательным было изменение семантики и назначение небесных плясуней Дакини. Из носительниц женского начала
они превратились в символы или, пользуясь выражением Карла Ясперса, в цифры трансцендентного. Пожалуй, их можно уподобить также квантам световой энергии, поскольку тибетский термин «небесное пространство» является синонимом безвещественности. «Айти» означает «понимать». Таким образом, буддизм в XI-XII веках отошел от всех ранее провозглашенных принципов, но не отверг их. Для нас, воспитанных на античной философии и европейской научной мысли, это было бы невозможно, но тангутские мыслители нашли изящный выход. Они объявили Хинаяну и Махаяну низшими ступенями познания, которые следует изучить, чтобы забыть. Но только после преодоления этих низших ступеней можно перейти к изучению Тантраяны, дающей не только знания и спасение из оков бытия, но также и власть, могущество, богатство и освобождение от всех моральных законов обычной жизни. Это последнее делало тантристов опасными для тех, кто с ними сталкивался, и реакция не замедлила возникнуть. Красное и белое. Если манихеи нашли способ избегнуть гонений со стороны неоконфуцианского, вполне шовинистического направления династии Сун, то христиане оказались в тяжелом положении. Небольшая, но все же заметная несторианская община Китая пользовалась благоволением династии Тан, и при радикальном изменении политического курса она сначала была выброшена в бесплодные северные степи, а в 1000 году ради спасения жизни покинула Китай. Зато в Великой степи ее ожидал огромный успех. В 1009 году они крестили многочисленное и энергичное племя кераитов, а затем нашли множество приверженцев в других племенах, за исключением монголов, у которых укоренился Бон. Между несторианством и Боном не возникло вражды, потому что это были теистические религии со сходной системой этики и морали. Объединение Великой степи в начале XIII века под властью Чингиза еще более сдружило христиан и митраистов. Чингиз женил своего любимого младшего сына Тулуя на дочери погибшего кераитского хана Суюр-Куктени, весьма набожной даме. Ханша имела около своей юрты капеллу и аккуратно посещала обедни. Хотя ее дети не были крещены, но она воспитала их в христианском духе. Младший ее сын Арик Буга в присутствии французского посла Рубрука открыто заявлял: «Мы знаем, что Мессия — Бог». Однако политическая действительность деформировала религиозные принципы в Монголии, как, впрочем, и везде. Завоеванные земли и населявшие их народы властно диктовали свою волю монгольским царевичам, правителям отдельных улусов. Армяне научили Хулагу хана пытать пленных мусульман. Персы заставили Газан хана принять ислам. Александр Невский побудил Батыя и Берке отклониться от главного улуса и послать степную конницу против немцев и литовцев на защиту Новгорода и Смоленска. Но главный узел событий завязался в Монголии и Северном Китае, где война великого хана Хубилая против собственного народа оказалась роковой для несторианской церкви, вслед за тем и для тантрического буддизма. В монгольском улусе создались партии, состоявшие из воинов, ибо все храбрые мужчины служили в армии. Во главе каждой партии стоял царевич из рода Чингиза, но это не значило, что он ею руководил. Напротив, он должен был считаться с настроением своих подданных, чтобы внезапно не умереть на охоте или на пиру, от стрелы или от яда.
Сами партии группировались, естественно, из людей психологически близких друг к другу, что выражалось в исповедании той или иной веры. Религия была не движущей силой, а индикатором. Вождей интересовали не интимные убеждения рядовых воинов, всегда неотчетливые, а их личные связи, гарантировавшие верность знамени. Однако общий характер религии, воспринятой с детства, играл роль действенной исторической традиции, которая активно формировала связи. Когда такая партия становилась достаточно мощной, хану оставалось только сменить веру, иначе он был бы сменен сам. Именно таким образом стали мусульманами владетели Золотой Орды, Ирана и Средней Азии. Но в Монголии произошло столкновение несторианской и буддийской общин, выразившееся в жестокой войне 1259-1304 годов. Войне предшествовали диспуты, проводившиеся в присутствии великого хана Мунке. Христиане, объединившиеся с мусульманами на платформе теистического единобожия, спорили с тантристами, противопоставляющими им многообразную традицию философских прений. Уж что-то оспорить они умели, а кроме того, они знали медицину, астрологию, разные способы предсказывания погоды, умели гадать и насылать порчу. Короче говоря, им удалось доказать хану, что они могут быть нужны и полезны. Но несмотря на дипломатические ухищрения великого хана, утверждавшего, что для него 5 религий как 5 пальцев на руке равны, подавляющее большинство кочевников придерживалось несторианства. После смерти Мунке они выбрали великим ханом его младшего брата, Арик-Бугу. Но другой царевич, Хубилай, командовавший регулярной армией, завоевывавший Южный Китай, опираясь на своих разноплеменных, но связанных дисциплиной ветеранов, провозгласил ханом себя. Располагая огромными средствами от налогов с покоренного Китая, Хубилай победил в 1264 году Арик-Бугу, отразил другого царевича Хайду и разгромил удельного хана Наяна, выступившего против него в 1287 году под знаменем креста, венчавшего Бунчук. Расправа с захваченными в плен была жестокой. Наяна задушили, закатав в кошму и свивая ее концы. А рядовых воинов отправили в ссылку, где, по мнению победителей, они вскоре узрят рай, то есть долго не проживут. Этим местом были пустыни Ордоса и горы Амду около озера Кукунор. Сколько времени влачили существование несчастные ссыльные в этих суровых утесах и сыпучих песках, неизвестно. Но они заронили искру своей веры в сердцах местных тибетцев. Эта искра разгорелась в новое учение, желтую веру, основанную отшельником и философом Дзонгхапой. И ведь самое любопытное, что разгромивший несторианскую церковь хан Хубилай был по убеждению христианином. С единоверцами его поссорили не идейные, а политические расхождения. Хубилай в самый разгар войны искал христианское исповедание, которое не было бы ему враждебно. Он его обрел в католицизме, но архиепископ Китая Джованни Монте-Карвино, расправившись с несторианцами, не сумел найти способов борьбы с буддистами. Католическая епархия в Китае зачахла, а ханы-чингизиды стали буддистами. Кочевники Срединной Азии несколько раз меняли религию, принимая последовательно манихейство, бон, несторианское христианство и, наконец, синкретический буддизм.
Но при всех переменах они оставались самими собой и сохранили общую для них всех демонологию, бывшую подлинным мировоззрением народа. Обучаясь у священников и лам таинствам иных культов, они сохранили привычные верования, отвечавшие сознанию и потребностям племен, привыкших существовать за счет войны и грабежа. Наиболее далеко шагнула в этом отношении секта Сакья, красношапочники, учившая, что буддийская вера приносит практическую пользу в этой жизни. Ныне эта секта господствует у тангутов, до начала XX века промышлявших разбоем, что не мешало им быть набожными буддистами. При нападении на экспедицию Пржевальского тангутский вождь кричал своим воинам: «Вперед! С нами Бог! Он нам поможет!» Но и монголы, исповедующие кроткую желтую веру, оказались в состоянии даже в 1912 году практиковать человеческие жертвоприношения. Причем для соблюдения канона достаточно было объявить своего врага врагом веры. Это не должно вызывать удивления благодаря обилию этнографических направлений. На Кавказе и Корсике кровавая месть великолепно уживалась с христианством, а в Испании самыми набожными католиками были пиренейские контрабандисты. Но всем этим воинственным народам была нужна не философия, а религия. Они ее получили в XV веке от отшельника Дзонгхапы. Желтая вера. Подводя итог 2000-й истории буддизма, мы не можем не заметить странной, на наш взгляд, особенности этого учения. Каждый основатель школы или направления в Европе начинает с отрицания предшествовавших концепций и критики их более или менее жесткой. В Центральной Азии было наоборот. Отвергаемое учение не отрицалось, а просто объявлялось низшей ступенью познания или совершенства. Так, по легенде, к Будде Шакьямуни пришла старушка и сказала: «Учитель, ты проповедуешь какое-то новое учение, а я привыкла почитать Индру. Я верю тебе, но можно ли мне продолжать молиться Индре?» Будда ответил: «Да, матушка, молись Индре. Это тоже приведет тебя к спасению». Эта легенда приводится как пример того, что скудный разум не может воспринять высот учения, но людям с образованием и способностями свободомыслие категорически воспрещалось. Например, когда китайский монах Сюаньцзан прибыл к индийскому царю Харше, ревностному буддисту, тот решил в честь высокого гостя устроить диспут с инакомыслящими, которых в VII веке в Индии было много. Царь обнародовал такой призыв: «Все желающие будут допущены к спору, но те, которые оскорбят китайского ученого, будут казнены. Те, кто с ним не согласится, будет отрезан язык, а тем, кто его одобрит, ничего не будет». Диспут не состоялся из-за неявки оппонентов. Так действовали могучие дхармапалы, хранители закона, и положение не изменялось при сменах философских концепций, за тем лишь исключением, что представители соперничавших школ подвергались гонениям наряду с иноверцами. Но гибли люди, а не концепции, которые наращивались одна на другую, создавая многоступенчатый синкретизм с диалектическим развитием первоначальной идеи. Древний буддизм был по существу стереотипом поведения без философских обобщений и космогонии. Во всех мировых религиях присутствует идея о начале и конце мира, портящегося в процессе истории настолько, что возникает необходимость уничтожить его и создать заново. Но первоначальный индийский буддизм реального существования мира не признавал.
Когда Будду спрашивали, кем создан мир, он отвечал вопросом на вопрос: какого цвета волосы ребенка нерожавшей женщины, показывая, что бессмысленно спрашивать о начале того, чего на самом деле нет. Но уже в Махаяне возникло учение о конце того отрезка времени, в котором мы живем. Этот конец связывался с появлением Бодхисаттвы Майтреи, который, уничтожив неполноценный, испорченный мир, начнет новую кальпу, где восторжествуют справедливость и добро. Сопоставив с буддийской идеей об избавлении от зла с пришествием Майтреи индуистскую идею о пришествии Кришны как воплощение Вишну, дабы сменить эпоху богини Кали, христианскую идею о втором пришествии и эсхатологию манихейства и зороастризма, мы увидим, что в средневековых реформированных учениях от первоначального нигилизма нет и следа. Современные буддисты не сомневаются в наличии мира и несправедливости, и так же, как средневековые христиане, ждут спасения от светопредставления. Согласно учению основателя ламаизма, как принято называть реформированный буддизм Дзонкапы, 1357-1419 годы, во главе мира стоит первичный создатель Ади-Будда, проявляющийся в трех лицах: Дхармакая – закон, Самбхога-кая – отражение и Нирманакая – воплощение или человеческий Будда. Ади-Будда путем мышления создает 5 небесных Дхьяни-Будд, которые, в свою очередь, своим мышлением производят активных бодхисаттв, сыновей с творческими функциями. С некоторой натяжкой этих Будд и бодхисаттв можно назвать ламаистскими божествами. В интерпретации Дзонкапы буддийская доктрина превратилась в свою противоположность, теистическую религию, и как таковая встретила сопротивление среди китайских буддистов, всегда умевших за привычными словами различить скрытый новый смысл. Но если Ади-Будда и его эманации согласно концепции имеют внеземное происхождение, то прочие Будды всего лишь люди, достигшие высокой степени совершенства. Их можно сравнить с христианскими святыми, а поскольку у каждого имеется воплощение в чине бодхисаттвы, то есть чудотворцами. В отличие от первоначального представления о Будде, замкнувшемся в нирване, Ади-Будда время от времени проявляется на земле, воплощаясь в человеческое тело. Шакьямуни, исторический Будда, считается его 4-м воплощением. Его Дхьяни-Будда Амитабха, хозяин Сукхавати или западного рая, место, где праведники, уставшие на пути к нирване, могут отдохнуть от постоянных перерождений. В западном раю нет мрака, поэтому Амитабха считается Буддой бесконечного света. Бодхисаттвой Амитабхи является божество милосердия Авалокитешвара, помощник всех страдающих и жаждущих утешения. В Китае он почитается в женском воплощении Гуань-инь, восточном аналоге Мадонны. По легенде, эта царевна, убитая отцом и силой сострадания, превратившая в ад, куда она попала, в подобие рая. В Тибете Авалокитешвара постоянно воплощается в Далай-ламу, а русская царица Екатерина II была объявлена воплощением Белой Тары, женской бодхисаттвы милосердия. Так ее отблагодарили калмыцкие ламы за некоторые привилегии, пожалованные калмыкам. Исходя из всего сказанного, становится понятным, почему новая форма буддизма почти без сопротивления была принята народами Центральной Азии, тибетцами, монголами, калмыками и даже маньчжурами, где она уживалась с шаманизмом. Желтая вера вобрала в себя многие представления, ставшие привычными.
В ней нашли свое место традиции бона и несторианства наряду с древнемонгольским культом знамени и общеазийскими демонологическими верованиями. Тенгри и дзяны, божества бурятского пантеона, чулмусы и джестернаки, тюркское слово буквально «медный коготь», небо — отец и земля — мать, души покойников и духи сил природы все получили свои названия и назначения. А поскольку проповедники буддизма принесли в XVI веке в Монголию грамотность, медицинскую помощь и искусство, то вполне естественно, что на данном этапе исторического развития, особенно когда страна изнывала от внутренних войн, проповедь мира и культуры сыграла положительную роль. Изучаемое нами искусство отражает именно последнюю, синкретическую фазу своего становления. В нашей коллекции представлено немало сюжетов, заслуживающих отдельных монографических исследований. Но мы ограничимся тем, что введем читателя в яркий и красочный мир старобурятского художника, научившегося сопрягать историю с мифом, а натуру с философскими идеями. Ибо именно ради понимания этого несравненного искусства мы предприняли нелегкий путь через века, протекшие в стране, которая еще недавно казалась диковинной и чуть ли не волшебной. Ныне она открыта для нашей науки. Итак, мы обнаружили, что предметы искусства, хранившиеся в Агинском Дацане, являются памятниками не столько религии, сколько причудливо переплетающихся традиций разных культур. Наряду с желтой нитью, памятью об индийском отшельнике Шакьямуни, проходит черная нить туземного демонопоклонства, синяя митраизма и белое несторианство. Как лучи в ограненном алмазе в бурятском искусстве соприкасаются и преломляются Индия, Иран и Византия. Но совсем не заметен Китай, потому что тысячелетняя борьба монголов с китайцами, а также предельное несходство их психических складов сделали невозможными культурные заимствования. Впрочем, для обеих сторон. Китайская и тибето-монгольская ветви буддизма развивались параллельно, независимо друг от друга. Искусство, сохраненное для нас бурятскими художниками, отражало не окружавший их мир, а не менее реальное прошлое, историю, кристаллизировавшуюся в символических образах не самих людей древности, а тех их деяний, за которые они удостоились памяти в потомстве. Публикуемая нами живопись – это своеобразная летопись древнего Тибета, без учета которой нам были непонятны явления и перипетии истории Центральной Азии. Отныне можно надеяться, что наряду с Цезарем и Периклом, Аменхотепом и Ашшурбанипалом, Чингисханом и Бахрамом Чубином в науку войдут храбрый витязь Сронзан Гамбо и лукавый Тисрон Децан, странник-ученый Тонми Сампхота, маг-чародей Падма Самбхава, грозный Мажан и неистовый Лангдарма, а вслед за ними тибетские воины, закованные в чешуйчатые панцири, бонские жрецы, украшенные перьями, бритоголовые монахи с книгами в руках и весь тибетский народ. Им было тесно в скупых заметках китайских и тибетских хроник. Они поместились в цветных полотнах буддийских икон и там дожили до нашего времени, прикрывшись масками из бычьих голов, под которыми скрываются воинственные скуластые лица. Срывая фантастические буддийские маски, мы можем увидеть подлинную жизнь древнего Тибета. Синхронистическая таблица.
Предлагаемое в таблице сопоставление эпох имеет целью облегчить читателю восприятие связи индо-тибето-бурятской культурной традиции с другими традициями на фоне всемирной истории. Поскольку развитие искусства и философской мысли тесно связано с закономерностями политических событий, в таблице уделено равное внимание политической и культурной истории как Среднего Востока, Индия и Центральная Азия, так и сопредельных с ним Дальнего Китайского и Ближнего Христианского и Мусульманского Востока. Левый столбец «Европа» имеет значение привязки, так как отмеченные в нем события лучше известны широкому читателю, и синхронизация с ними позволяет уяснить историческое взаимодействие глобального масштаба, а тем самым неравномерность развития отдельных культур, отмеченную в тексте. Века до нашей эры. V век. Европа. Греко-персидская война. Век Перикла. Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан, Пелопоннесская война, софисты. Ближний Восток. Греко-персидская война. Запрещение поклонения девам. Средний Восток. Смерть Будды. Основание джайнизма и буддизма. Династия Нанда. Дальний Восток. Раздробление Китая на царства. Конфуций. 551-479 годы. Лао Цзы. Основание даосизма. 480-400 годы. Развитие конфуцианских школ. IV век. Европа. Осуждение Сократа. 399 год. Диалоги Платона, Аристотель, покорение Эллады Македонией, 336 год. Ближний Восток. Покорение Персии Македонией, 330 год. Раздел империи Александра Македонского диадохами. Средний Восток. Основание державы Хунну. Вторжение Александра Македонского в Индию. Дальний Восток. Эпоха брани царств, агрессия царства Цинь и реформы, укрепляющие центральную власть, школа Фадзя. III век. Европа. Усиление Рима, покорение Италии, победа над Карфагеном, гибель Архимеда, перевод Библии на греческий язык. Ближний Восток. Основание Парфянского царства, основание Греко-Бактрийского царства. Средний Восток. Империя Маурья. Покровительство Ашоке буддизму. Подъем державы Хунну. Дальний Восток. Объединение Китая. Цинь-Шихуанди. Сожжение книг. Постройка Великой Стены. Падение Цинь и установление Хань. II век. Европа. Завоевание Римом Испании, Нумидии, Эллады. Эллинизация Рима. Ближний Восток. Уничтожение греко-индийского и греко-бактрийского царств. Вторжение саков в Иран. Средний Восток. Династия Шунга в Индии. Расцвет державы Хунну. Дальний Восток. Ханьская агрессия в Индокитай и Среднюю Азию. Восстановление классической культуры. I век. Европа. Победа римлян над Митридатом. Гражданские войны. Присоединение Египта. Принципат Августа. Ближний Восток. Эллинизм в Парфии. Победа парфян над римлянами. Средний Восток. Династия Канва в Индии. Упадок державы Хунну. Дальний Восток. Подчинение хуннов Китаю. Века нашей эры. I век. Европа. Принципат в Риме. Подчинение Иудеи, Мавритании, Фракии. Первое гонение на христиан. 64 год. Разрушение Иерусалима. 70 год. Сооружение Колизея.
Ближний Восток. Образование Кушанского царства в Средней Азии. Индо-Парфянское царство, где было проповедано христианство. Средний Восток. Восстановление державы Хунну. Раскол Хунну на Южное и Северное. 48 год. Нагарджуна положил начало учению Махаяны. Дальний Восток. Переворот Ван Мана, восстание краснобровых и восстановление Хань. Первая буддийская община в Китае около 60-го года. Захват Китаем Кашгара. Второй век. Европа. Покорение Дакии, гонение на христиан и подавление восстания иудеев. Переворот Септимия Севера. 193 год и переход власти к солдатским императорам. Ближний Восток. Упадок парфянского эллинизма. Расцвет гностицизма в Египте и Сирии. Средний Восток. Победа Махаяны на буддийском соборе в Пешаваре. Уход хуннов на запад. 157-160 годы. Образование и распадение державы Сяньби. Дальний Восток. Император Хуанди принял буддизм и начал гонения против конфуцианцев и даосов. Упадок династии Хань. Восстание желтых повязок. 184 год. Третий век. Европа. Упадок Рима. Победа готов во Фракии. 251 год, и персов в Месопотамии, 272 год. Неоплатонизм, гонение на манихеев, Диоклетиан, его гонение на христиан. Ближний Восток, победа персов над парфянами, 226 год, и установление в Иране зороастризма. Проповедь Мани, 260 год, и его казнь, 277 год. Распад Кушанского царства. Средний Восток. Великая засуха в степях Евразии. Буддийская проповедь в оазисах Средней Азии и Кашгарии. Дальний Восток. Падение Хань. Раскол Китая на 3 царства. Жестокие внутренние войны. Объединение Китая династией Цзинь. Распространение буддизма. IV век. Европа. Обращение Константина в христианство. 312 год. Никейский собор. 325 год и борьба с арианством. Установление православия и разделение Римской империи. 395 год. Ближний Восток. Борьба христианства с митраизмом. Образование царства эфталитов в Средней Азии. Митраизм, Бон на Памире и в Тибете. Средний Восток. Образование империи Гупта, 320 год в Индии. Образование ханства Жужаней в Великой Степи. Митраизм, Бон на Памире и в Тибете. Дальний Восток. Восстание хуннов. 304 год и захват ими Северного Китая. Эпоха 5 варварских племен. Объединение Северного Китая вождем Табгачей, создавших империю Тоба-Вэй Табгачскую. V век. Европа. Вторжение готов, бургундов, свевов, аланов и вандалов в Западную Римскую империю. Вторжение гуннов отбиты. Конец Западной Римской империи. 476 год. Ближний Восток. Христианская проповедь в Иране. Осуждение Нестория на Эфесском соборе. 431 год. Осуждение монофизитов на Халкидонском соборе. 451 год. Изгнание несториан. 482 год. Средний Восток. Образование Тибетского царства. Проникновение буддизма к жужаням. Расцвет империи Гупта в Индии. Борьба с эфталитами. Дальний Восток. Китаизация табгачей. Их покровительство буддизму. Победа буддизма в Южном Китае. VI век.
Европа. Объединение Галлии Хлодвигом, 507 год. Разделение королевства франков, 561 год. Начало крещения англосаксов, 597 год. Ближний Восток, век Юстиниана. Возвращение Африки, Италии и части Испании. Постройка Святой Софии. Война Византии с Ираном. Перенос несторианской школы из Низиба в Среднюю Азию. Средний Восток. Война эфталитских митраистов с индийскими буддистами. Великий тюркютский каганат. 552 год от Черного моря до Желтого. Проникновение буддизма к тюркютам неудачно. Дальний Восток. Неспровержение Табгачской империи Вэй. Китайская реакция на кочевников. Войны и объединение Китая династией Суй. 581-589 годы. Обращение Японии в буддизм. 538 год. 7 век. Европа. Жестокие распри среди франков, ленивые короли. Власть переходит к мажордомам. Ближний Восток. Проповедь Мухаммедом веры ислам. Завоевание арабами Сирии, Ирана, Египта, Северной Африки. Основание хазарского каганата. Средний Восток. Харшавардана, последний буддийский царь Индии, 605-647 годы. Введение буддизма в Тибет, царем Сронзангамбо, 636-641 годы. Освобождение тюркютов, второй каганат, 682 год. Дальний Восток. Падение Суй и установление Тан, 618 год. Завоевание Китаем тюркютов, 630 и 658 годы. Император покровительствует даосам. Возрождение конфуцианства, торжество буддизма. 8 век. Европа. Разгром арабов при Пуатье. 732 год. Победа франков над лангобардами. Объединение Западной Европы в империи Карла, 800 год. Ближний Восток. Завоевание арабами Испании, 711 год. Иконоборчество в Византии, 718 год. Окончание завоевания арабами Средней Азии, 738 год. Установление аббасидов в Багдаде, 750 год. Средний Восток. Разгром второго тюркютского каганата, 745 год. И создание уйгурского каганата, принятие уйгурами манихейства. В Тибете убийство Мажана, 755 год, и новый подъем буддизма. Дальний Восток. Захлебнулась танская агрессия, 751 год. Восстание Ань-Лушаня, 755-763 год, подорвало силы Китая. Война против Тибета проиграна. Упадок династии Тан. 9 век. Европа. Распад империи Карла Великого. Образование Германии, Франции, Италии и Лотарингии. Страшные набеги норманнов и захват ими территории Киевской Руси. Ближний Восток. Распадение халифата. Обособление окраин. Восстановление в Византии иконопочитания, 843 год. Появление карматов, суфизм. Средний Восток. Разгром уйгуров кыргызами, 840 год. В Тибете победа Бона над буддизмом при Лангдарме, 839-842 годы. Убийство Лангдармы и распад страны. Дальний Восток. Крестьянское восстание Хуанчао разгромлено силами кочевников. Борьба конфуцианцев против буддистов, манихеев и христиан как иноземных вер.
X век. Европа. Набеги венгров. Феодальная революция, политическое раздробление Западной Европы. Крещение Руси. 988 год. Ближний Восток. Развал халифата. Отложение Туниса и Египта. Падение саманидов. 999 год. Падение Хазарского каганата. 965 год. Средний Восток. Уход уйгуров в Восточный Туркестан. Великая засуха в Великой степи. В Индии политический распад и войны между раджами. Дальний Восток. Падение Тан. 907 год. Эпоха 5 династий. Внутренняя война. Объединение Китая династией Сун. 960 год. Торжество конфуцианской идеологии. XI век. Европа. Феодальные войны. Захват Англии нормандцами. 1066 год. Раскол церквей. 1056 год. Каносса. 1077 год. Первый крестовый поход. 1096-1099 годы. Ближний Восток. Вторжение туркмено-сельджуков и захват ими всего Ирана, Сирии, Малой Азии и Закавказья. Средний Восток. Второй этап проповеди буддизма в Тибете. Атиша и поэт Миларепа. Заселение Великой степи предками монголов и бурят. Крещение части их. Дальний Восток. Династия Сун в постоянной войне против киданий и тангутов. XII век. Европа. Война пап с императорами. Манихеи во Франции. Второй и третий крестовые походы. Ближний Восток. Распад державы сельджуков после разгрома их киданиями. Ослабление Византии. Усиление Грузии. Средний Восток. Расцвет царства Тангут и империи Кинь. Распространение буддизма в Восточной Азии. А несторианство в Великой степи. Дальний Восток. Усиление джурдженей. Их победы над киданями. 1125 год. И китайцами Сун. 1147 год. Война против монголов. XIII век. Европа. Четвертый крестовый поход против православия и крестовые походы против манихеев Лангедока. Столкновения с монголами в Палестине и Венгрии. Ближний Восток. Возрождение силы Византии. Победа над крестоносцами. 1261 год. Монгольское вторжение и создание державы Ильханов в Иране. Ее обращение в ислам. Средний Восток. Создание монгольского улуса. 1206 год. Соперничество буддизма с исламом и несторианством. Вся Северная Индия покорена мусульманами. Дальний Восток. Завоевание монголами всего Китая. Династия Юань покровительствует буддизму. XIV век. Европа. Раннее возрождение в Италии. Реконкиста в Испании. Столетняя война Англии с Францией и Шотландией. Ближний Восток. Усиление турок-османов. Завоевание ими Сербии и Болгарии. Куликовская битва. 1380 год. Создание державы Тимура. Средний Восток. Распад Монгольской империи. Вытеснение несторианства тантрическим буддизмом. Возврат монголов к черной вере. Дальний Восток. Изгнание монголов из Китая династией Мин. Перенесение войны в Монголию. XV век. Европа. Начало реформации. Ян Гус. 1415 год. Гуманизм в Италии. Жанна д'Арк и объединение Франции. Война алой и белой розы в Англии.
Ближний Восток. Взятие турками Константинополя. 1453 год и победа их над туркменами Ак-Коюнлу. 1473 год. Средний Восток. В Тибете монах Дзонгхапа основал Желтую веру. 1357-1419 годы. Выделение айратов западных монголов в племенной союз. Дальний Восток. Разгром китайцев айратами. 1449 год. И прекращение Минской агрессии. XVI век. Европа. Реформация. Лютер. 1521 год. Кальвин. 1533. Лайола. 1539. Тридентский собор. 1563 год. Религиозные войны. Католики и протестанты. Ближний Восток. Усиление Турции. Завоевание Египта, Венгрии, Алжира, Йемена, Кипра. Шиитское движение в Азербайджане. Сефевиды покорили Иран. Узбеки заняли Среднюю Азию. Средний Восток. Завоевание мусульманами Уйгурии и уничтожение в ней буддизма. Обращение монголов в Желтую веру. Религиозная война айратов с мусульманами. Дальний Восток. Ослабление Мин. Монголы. 1529-1570 годы. И японцы. 1555-1607 годы. Громят границы Китая. Проникновение европейцев в Китай. XVII век. Европа. Тридцатилетняя война. 1618-1648 годы. Католики и православные в борьбе. Войны России с Польшей. 1609-1618. 1634 год. 1648-1651 годы. 1654-1667 годы. Ближний Восток. Ослабление Турции после битвы под Веной. 1683 год. Средний Восток. Усиление айратов. Захват ими Тибета и Поволжья. Заключение союза с Россией. Ослабление монголов и добровольное подчинение их маньчжурам Цин. 1688 год. Дальний Восток. Завоевание Китая маньчжурами. 1644-1681 годы. Династия Цин. Упорная война айратов с маньчжурами. XVIII век. Европа. Образование централизованных государств. Просвещенная монархия. Французская революция 1789-1799 годы. Ближний Восток. Натиск афганцев на Иран. 1710 год отражен Надиром. Усиление Ирана. 1730-1747 годы. Средний Восток. Переход части монголов в Забайкалье из-за предпочтения России Китаю. Уход части калмыков с Волги в Джунгарию. 1771 год. Дальний Восток. Захват Джунгарии и истребление айратов. 1757 год. Завоевание Кашгарии. 1759 год и Бирмы. 1767-1769 годы. XIX век. Европа. Наполеон I. 1798-1815 годы. Эпоха технического прогресса. Развитие гуманитарных и естественных наук. Ближний Восток. Упадок Турции и Персии. Средний Восток. Обращение в буддизм забайкальских бурят. Плеяда блестящих бурятских ученых.
Банзаров, Цыбиков и другие. Дальний Восток. Упадок империи Цин. Восстание тайпинов 1851-1866 годы. Восстание мусульман 1865-1877 годы. Потеря Кореи, занятой Японией 1894-1895 годы. 20 век. Европа. Первая мировая война 1914-1918 годы. Великая Октябрьская революция и гражданская война в России 1917-1921 годы. Ближний Восток. Распад Османской империи 1919 год. Средний Восток. Английская интервенция в Тибет 1904 год. Отделение Монголии от Китая 1912 год. Основание Монгольской Народной Республики 1921 год. Дальний Восток. Низвержение династии Цин 1911 год. Уничтожение даосизма и буддизма в Китайской Республике